строятся парковочные места, 2 въезда на территорию, то есть прямо по территории парка организовано 2 подъезда. И, соответственно, поскольку я как человек с образованием строитель, преподаватель кафедры архитектуры, говорю, что подъезды должны иметь соответствующие радиусы поворота, соответствующие разгоночные тормозные площадки, соответствующие здесь разворотные площадки, где машины могли бы разворачиваться. Мало того, в этом случае здесь меняется структура, соответственно, здесь будут указатели, здесь будут указатели, здесь будут направлять жителей соответствующим образом к этому месту. И, соответственно, меняется сама психология данного места. Вместо зоны отдыха с детьми, зона спокойного отдыха родителей и активного отдыха детей, здесь планируется зона, которая будет направлять людей в торговый зал и в развлекательные комплексы. Были ли проведены слушания? Как это все было? Как это происходило? Почему без мнения людей это было все сделано? Какова ваша позиция? Вот депутату я сейчас передам слово, к нему обращаются граждане, он сам ведет работу в Думе и так далее, он расскажет об этой позиции. Дальше мы, соответственно, дадим, я уже сказал, слово и застройщику, и сами всем, кто здесь желает что-либо в рамках регламента, мы предоставим информации, выложенные в СМИ. Могу вам зачитать, что произошло. Постановлением губернатора Саратовской области от 4 октября 1997 года корпусом было подписано передать в оперативное управление Министерства по делам молодежи, спорту, туризму области Дворец культуры «Рубин». А КУИ Саратовской области, это комитет имущества, осуществить действия по передаче Дворца культуры «Рубин» в государственную собственность Саратовской области. В 2004 году по сделке купли-продажи здания ДК площадью 8958 квадратных метров, практически 9000, достается некой ООО СФЦ и ООО «Частное охранное предприятие Самсон». Встает вопрос, как же стало так возможным, что собственность губернии вдруг продается некоторым фирмам. И вот по выложенным данным в средствах массовой информации везде торчат уши некого человека по фамилии Станислав Невиницын, зять тогдашнего губернатора, что и расставляет все точки над «и». Дальше что происходит? Земельный участок, на котором расположено сооружение, распоряжением Комитета по управлению имуществом Саратовской области от 2004 года был предоставлен в аренду на 25 лет ООО СПЦ и опять ООО «Частное охранное предприятие Самсон» в связи с нахождением на нем нежилого здания, находящегося в собственности у этих ООО. Зовут Андрианов Анатолий Александрович, я как раз являюсь представителем застройщика. В первую очередь я хотел бы отметить ораторский талант выступающего в красивом костюме, который, говоря о собственниках или о собственности, о структуре собственности, употреблял выражение типа «растут уши» и обвинял людей, так сказать, в таком уголовно наказуемом преступлении, как мошенничество, голословно, так сказать, и без без решения суда. Вот, ну, наверное, да, кому как. Это если это вас не коснулось. Да, теперь, а вы мне зря совет даете. Вы мне слово дали, спасибо, да, а вот совета не стоит давать. Так вот, что я хочу сказать. Я предлагаю разделить вот эту проблему, как она была объявлена в листовке, на две. Первая проблема, она самая простая, на которую я могу ответить, это вопрос застройки сквера. Итак, ни одного метра сквера наше предприятие застраивать не собирается. Ни йоты, ни одно дерево, ни одно зеленое насаждение не пострадает. Больше того, к этому скверу, который по градплану начинается от границы фонтана, мы не имеем никакого отношения. Это муниципальная земля, и мы и не имеем намерения, и не имеем права, не имеем желания никоим образом как-то испортить эту ситуацию. Первое, что, еще раз, к скверу мы не имеем никакого отношения и никаких планов. То же самое и к самому фонтану мы не имеем никакого отношения, никаких планов. Вот дальше, тут имеет смысл пройти, то есть, да, делается торгово-развлекательный комплекс, да.
где 4 этажа, и где 4-й этаж будет отдан под социальные бюджетные проекты, как то там будет размещена детская площадка, такая развлекательная. Будет... Я просто вам рассказываю, что есть, что предполагается. Там же на пятне застройки предполагается организация соответствующих парковок. Всего здесь внутри этого самого пятна застройки будет порядка 200 парковочных мест. Они у меня есть на плане. Всем, кому интересно, я готов показать и план, согласованный в установленном порядке со всеми службами и все остальное. Больше того, предполагаются серьезные затраты на благоустройство окружающей территории. Так, например, дорожки, которые идут вдоль Дома культуры «Рубин», будут установлены порядка 30 дополнительных лавочек, будет установлено освещение, дайте мне сказать, будут высажены порядка 50 крупномерных лиственных и хвойных деревьев, которые будут ограждать территорию, собственно говоря, бывшего Дома культуры, будет ограждать от проезжей части, соответственно, от загазованности. Будут восстановлены, наверняка сторожилы помнят, будут восстановлены 2 детские площадки, которые были рядом с Домом культуры «Рубин» в свое время. Это ответ на вопросы по поводу сквера. Теперь я, с одной стороны, прекрасно понимаю, так сказать, чувство тех, кто строил этот Рубин, да, чувство тех, кто водил сюда детей, чувство тех, кто собирался водить туда внуков. Но скажите мне, какое отношение имели мы к тому, что Дом культуры перестал функционировать еще начиная в 2001 году, уже перестал фактически. Сейчас еще раз. Какое отношение мы имели к тому, что этот Дом культуры порушили, и уже в 2004 году... Нет, не мы не имели никакого отношения. В 2004 году там уже были разморожены батареи, там уже не было электроснабжения, да? Там уже ваша знаменитая вращающая сцена была демонтирована, грубо говоря, было украдено на металлолом все. Откуда я знаю всем? Не знаю не имели никакого отношения к этому. Это надо спросить, безусловно, власти, в том числе и власти, представляющие партии, которые представлены в Государственной Думе и в городской Думе, в том числе и коммунистов нынешних спросить, куда же мы все смотрели. Безусловно, и вы, и они, и мы. Но дело было... Ну, я так, Единой России тоже не имею никакого отношения. Вы согласитесь, да? Ну, то есть, вот это я хочу сказать. Еще раз, ни одно живое дерево, которое есть на территории, соответственно, к скверу никакого отношения, на территории, прилегающей к Дому культуры, тронуто не будет, ни одно. А где же стоянка будет у вас? А где стоянка будет у вас? Стоянка. Может быть, в этом есть наше упущение. Смотрите, вот еще раз, если кого-то интересует как предметно, то я готов показать все конкретные эскизы, планы, утвержденные, согласованные и так далее. Я поставил с самого начала. Как будут машины подъезжать к вам? Уважаемые товарищи, Если есть у вас проблемы, извините меня, как они имеют право сделать эти администрации прихватизацию культурного объекта, который служит для всех возрастных категорий населения. Дайте мне пенсию, что я пришла на магазин. Не поедет, не свой там не поедет, не поедет. Да у нас здесь заводы, фабрики, чтобы работать. Ну что такое? А что я защищаю? Да ты защищаешь, не будет, 20 машин, 30 машин. Что ж там машины? Зачем Рубин нам надо? Да здесь кому нужны машины? Вышли из дома и зашли. Все, какие проблемы? Какие проблемы?
Кому? Ходить сам покупать, понимаете? Так они говорят, Там что-то изменили после последнего? Не надо, не надо, Боже упаси. Я просто, вот я же обращал внимание. Я же в прошлый раз обращал внимание. Мы поделили вот количество вещей. Вот в новой парковке сделать по-другому, да? Там и план есть, вот застройку. нам не нужен торговый центр. 220 машин мест. Ну, да, как Человек, который комплекс. Насколько посетителей? Он не считается, насколько у нас 7 Проходимость. Вы предполагаете, какой проходимость? Как вы считали парковку? А где вы их уместите? На детской площадке. Там, пацаны, 35 квадратных метров. А на одно пошел. Я, хорошо. Где, покажите, пожалуйста, где здесь поместится 220 машин? А у них это схематично. Вот я говорю, Я вам скажу, схематично. я вам, подождите, я вам скажу. Вот есть стоянка, которая за нами, да? Сколько там думаете поклонов? Я вас спрашиваю. 250. Посетителей. Вот она сейчас уже занята. Вот здесь. Она уже занята. Да я вам говорю, что этого места хватит. Хорошо. Скажите, пожалуйста, я тоже задавал вопрос. Вот есть вот у вас предполагается заезды на территорию сквера. Где разгоночные и тормозные зоны? То есть машина, вы предполагаете, что она вот при таком потоке она будет каждый раз перегораживать, пока будет выезжать, заезжать? Трое детей у меня, да? Я вас призываю, сделайте, пожалуйста, реально, чтобы мы посмотрели реально, как это будет. Ну, так не будет, поверьте, новая архитектура не принята. Я вам сейчас хоть что нарисую. Я вам говорю. Чтобы я мог представить 220 машин. Как станут, здесь станут 220 машин. Ну 220 машин, ну где? Вы хотите, вы же сказали, про 2 недели. Вы придите, мы вам разглянем специально. На этой схеме. Ну что вы здесь? Еще ни одного дерева не уберем. Сюда не машин А генплан есть? Конечно, они все. Ну это нельзя план схемы. Зачем он ген? В размерах это можно, не надо ничего рвать. Это схема, вполне.